Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Недавно братья попросили подготовить курс лекции, несколько часов, на тему права, можно назвать, наших подчиненных, права тех, которые работают под нашим руководством, права тех, кого мы нанимаем. Потому что Аллах Тааля построил жизнь, правила жизни так, что мы всегда вынуждены прибегать к помощи друг другу. Да, мы просим у Аллаха помощи, а потом мы идем к тем же врачам, тем же строителям, потому что каждый не умеет строить дом, каждый не умеет лечить людей. Идем к учителям, чтобы они научили наших детей математике, русскому, татарскому языку, английскому языку и так далее, и так далее. И Всевышний Аллах в Коране про это говорит, что Он возвысил одних из вас над другими по степеням, лияттахидакум сухрия, чтобы вы брали друг друга на услужение, то есть чтобы мы жили вместе, чтобы мы нуждались друг в друге, чтобы мы общались, потому что иногда, если мы не нужны друг другу, мы даже не общаемся. Иногда, когда без каких-либо причин звонишь брату и спрашиваешь, как у него дела, и узнаешь, что у него, альхамдулилля, все в порядке, и начинаешь прощаться, он переспрашивает: а брат, все что ли, вопрос решился? Я говорю: а у меня вопросов не было. Ну, особенно, когда хазраты звонят, все думают, что они сейчас денег будут просить или еще что-то. Вот когда им говоришь, что нет, все, я же спросил, как у тебя дела, больше вопросов не было. А, машаллах, так тоже бывает, что ли? Вот, к сожалению. Но Аллах Тааля, зная, Он создатель нашей природы, у каждого есть нафс, Он сделал так, что в жизни мы все всегда будем нуждаться друг в друге. И вот эта жизненная нужда, она заставит нас общаться, знакомиться, дружить. Вот несколько лет назад бабайлар собрались на этом месте и решили построить мечеть. И вот это строительство мечети, оно познакомило десятки людей друг с другом. Где-то появился человек, который умеет там фундамент заливать. Вот если бы не было этого строительства, они бы не познакомились бы. Где-то появился человек, который решил финансово помочь. Кто-то с документацией, кто-то решил заняться проектированием этой мечети. И в результате, когда открывается мечеть, появляется не только само здание, не только махалля, приход мечети, появляется куча новых друзей, знакомых. И на самом деле, дорогие братья, вот любое благодеяние, любая совместная работа, она объединяет. И мы дружим, начинаем дружить, знакомиться, общаться и так далее, и так далее. Вот поэтому это очень важная тема, когда ты кого-то нанимаешь на работу, прибегаешь к чьей-то помощи, какие у тебя права, какие у него права. И вот, возвращаясь к наилучшему примеру, к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, он был самым лучшим, мы знаем, он был самым сильным, самым мудрым, самым храбрым, самым богобоязненным, самым мутаваккиль, то есть тем, который лучше всех полагался на помощь Аллаха, но он не был один. Так ведь? Аллах Тааля дал ему вот эти все качества, дал ему таваккуль, вот это упование на Всевышнего Аллаха, но в то же время Аллах ему дал справа Хадиджу. Это мудрейшая женщина, самая лучшая женщина из 4 женщин в мире, да, в истории человечества. С левой стороны Аллах Тааля дал ему Абу Бакра, Ас-Сиддыка, когда все говорили, что пророк лжец, он говорил, пророк говорит истину. Да? Он дал ему
храброго, сильного Умар ибн аль-Хаттаба, Аллах дал ему Али и так далее, и так далее. И вот так вместе они понесли по миру, альхамдулилля, свет ислама. Поэтому джамаа, люди вместе. И, конечно же, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выстраивал с ними наилучшие отношения. И мы знаем, у пророка в семье, дома были слуги. Были слуги. Но это было на то время как бы нормальное явление. Это было не удел царей, да? Но и в то же время мы понимаем, что рядом с пророком были слуги не потому, что он там им много платил, да? А были слуги, которые посвящали свою жизнь служению посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть тот же самый знаменитый слуга пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Анас ибн Малик. Его просто, будучи юношей, мальчиком, да, мать принесла пророку и сказала: я дарю тебе своего сына. Вот каждый, когда он переселился в Медину, каждая семья приходила к нему с какими-то подарками, и мать пришла с сыном и сказала: я дарю тебе своего сына, пусть он служит тебе. И Анас ибн Малик, будучи на службе у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он остался в истории человечества. 1500 лет прошло, и мы все знаем Анас ибн Малика. Мы знаем, сколько хадисов из домашней жизни. Вот эта интимная жизнь, когда многие не видят, не знают это, каким был пророк дома. Не на минбаре, не на поле сражений с мечом, а дома, как он был, как себя он вел. Когда у него настроения не было, каким он был, да? Когда у него настроение хорошее было. Вот это все видел кто? Вот именно слуги, которые были рядом с ним. И в основе, в исламе, в основе абсолютно всех отношений между людьми, конечно же, в первую очередь стоит милосердие. Милосердие. Вот возьмите семейные отношения. Отношения между мужем и женой. Можно говорить, слушать много психологов, да, можно говорить про брутальность мужчин, да, что они такие жесткие должны быть, там, что они там вот так должны держать свою жену, свою семью, да, но самый брутальный, самый сильный, самый храбрый мужчина — это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Так ведь? И поэтому он для нас пример. И мы видим в отношении пророка к своим женам в первую очередь милосердие, любовь и милосердие. Берем воспитание детей, да, можно много говорить, и где-то наказание, где-то там проявить жесткость, да, ну, то есть более-менее, но в основе все равно лежит что? Милосердие, любовь и милосердие. Потому что сколько не бить по столу сыну или дочке, да, если у нее в сердце не будет любви к тебе, уважения к тебе, он или она, можно сломать ее психику, ее я или его, результата не будет. Поэтому я бунайя ля тушрик билля. В Коране говорится: о сыночек мой, эй малай, тугель, эй сын, иди сюда, сейчас я тебе скажу истину, да? Нет. О сыночек мой, не предавай Аллаху никого в сотоварищи, ибо ширк — это есть великая несправедливость. Вот поэтому любовь и милосердие. И в отношениях с людьми в первую очередь это милосердие. В первую очередь это милосердие. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, на самом деле вот показывал нам прекраснейшие примеры. Прекраснейшие примеры. И один из этих примеров мы знаем, один из его учеников, любимых учеников, Джурейдж. Джурейдж, да, вот, не Джурейдж, Джулайбиб. Джурейдж — это монах, который отказался ответить своей матери, да, это другая история, в другом хадисе, Джулайбиб. То есть это был бедный, нищий, можно сказать, никому не нужный один сподвижник. Никто с ним не считался, может быть, да, никто его не считал за какого-то самого умного, авторитетного, особенно среди арабов это было
это был адат, обычай арабов, когда вот кто-то такой знатный, он говорил, все там прислушивались к нему, да, несмотря на то, сколько там денег у него было, да. То есть, когда кто-то за кого-то заступался, это было очень как бы влиятельный фактор. Например, молодой человек идет к какой-то семье, просит дочери, а ему не дает. А когда он кого-то с собой берет, из старших, и тот скажет там во время встречи, это нормальный наш парень, да, все, это прямо менял результат. Но этот Джулайбиб, он был бедный, нищий, незаметный, да, но он был очень искренний. У него ничего не было, говорят, даже подушки не было, где мог поспать. Он на руках вот так, на локтях спал. И пророк ﷺ спрашивает, ты когда женишься? А Джулайбиб говорит, как я могу жениться? Мне никто свою дочку не даст. И он помните, да, он взял за руки своего ученика и пошел. Зная, что в такой-то семье овдовела их дочь, что сподвижник погиб, и Айда прошла, он это знал. Кстати, это тоже надо знать. Он обладал информацией, он понимал, кто чем как живет. Если бы он просто сидел у себя на минбаре, закрыт от всех, да, он бы не знал этого. Он знал, что там творится. И он взял за руки, пошел к отцу, договорился с отцом, хотя сначала отец, мы знаем, подумал, что это он для себя просит. Они все обрадовались, а потом сказал, Джулайбиб. Они хотели отказаться, но уже тогда невеста вышла и сказала, если сам пророк пришел с ним, значит, мы не должны предавать пророка, значит, я должна выйти за него. И прекрасная девушка из прекрасной семьи вышла замуж за этого бедного, нищего Джулайбиба, и Джулайбиб попал в историю, как тот, которого женил сам пророк, а потом, после смерти, он недолго прожил, но то была воля Аллаха, Джулайбиба сам пророк вот так своими руками предал земле. Там все сподвижники стояли и дуа делали, если бы я был на его месте. То есть это были отношения пророка. И другой случай, у пророка, саллаллаху был еще один слуга, которого звали Рабиа. Рабиа, он служил пророку, алейхиссаляту вассалям, он был счастлив служить пророку, саллаллаху, и ничего другого не видел в смысле своей жизни. То есть он служил пророку, саллаллаху, всем сердцем. Но он не был женат. А надо было жениться, нужна была семья. И как-то раз пророк, саллаллаху алейхи спросил у него, «Я Рабиа, аля татазавадж?» «О, Рабиа, ты когда женишься?» Мы же спрашиваем иногда, да? Бар егетлер шундай, матругна кийнелер, что-то үйленмейлер. Мы иногда спрашиваем, үйленесің менде жоқ ма? Или үйлендің ме, или жоқ ма? Вот. Пророк, саллаллаху алейхи тоже так спрашивал. И когда он услышал эти слова, он говорит, я ему сказал, ля валлахи, нет, клянусь Аллахом, я Расуль Аллах, ма уриду ан атазавваджа, клянусь Аллахом, я не хочу жениться. Я не хочу жениться, ма инди ма юхимуль мар'ата, во-первых, у меня ничего нет, чтобы содержать ее, там, у меня ни дома нет, ни денег нет, ничего нет. То есть у меня нет того, чем я могу содержать жену, да. И вама ухиббу ан яшгалани анка шейун. То есть я не хочу, чтобы кто-то меня отвлекал от тебя. То есть я хочу служить тебе, как монахи, да, они выбрали монашество еще до пророка, саллаллаху, это было, пророк потом остановил это монашество, монахинь и монахов. Да. То есть он сказал, я не хочу, чтобы что-то меня от тебя отвлекало. Все, пророк, саллаллаху, закрыл тему, но фааграда анни, то есть он ушел от меня, но через некоторое время он снова, увидев меня, задал этот же вопрос. Рабиа, ты вообще женишься, нет? Ты собираешься жениться? Я ему сказал, ля валлахи, то есть он повторил то же самое. Клянусь Аллахом, я не хочу жениться. У меня ничего нет, чтобы построить семью. Также я не хочу, чтобы кто-то меня отвлекал от тебя. Но, когда он услышал вопрос второй раз, он призадумался. Пророк просто так никогда не спрашивает. И он призадумался, я шибара, время пришло, семью надо создавать, нужна жена.
И он начал думать, а что я ему скажу, если он еще раз у меня спросит? То есть 2 раза я ему сказал, клянусь Аллахом, только ты, все, я тебе буду служить. И он начал думать, а что же я ему скажу? Наверное, я соглашусь, если он 3-й раз у меня спросит. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подходит к нему и говорит, ты когда женишься? Ты когда женишься? 3-й раз. Ну, все по воле Аллаха. И он ему говорит, я женюсь, о посланник Аллаха, скажи мне, и я сделаю то, что ты захочешь. То есть ты мне скажи, и я сделаю то, что ты захочешь. То есть как ты любишь, вот я так и сделаю. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прекрасно понимает, что у него ничего нет, денег нет, чтобы прийти в какую-то семью. И он говорит, ступай в такое-то племя ансаров, к такой-то семье. Сейчас он ему дает локацию, адрес конкретный. Ты идешь в такую-то семью, такой-то дом, и говоришь ассаляму алейкум, то есть стучишься, они тебе открывают дверь, и говоришь ассаляму алейкум, воистину посланник Аллаха передает вам салям. Уже радость в семье. Пророк отправил своего посланца с салямом, да? Ты говоришь им, пророк вам передает салям и повелевает вам женить Рабигу, то есть меня, на такой-то дочери такого-то. То есть передает слова. И он говорит, я, говорит, послушал пророка и пошел в этот дом. Постучался, ко мне вышли хозяева, я сказал, пророк передает вам салям, вот я от него, и повелевает вам, чтобы вы женили меня на вашей там дочери. Да? И тогда они говорят, мархабан, то есть добро пожаловать, посланник посланника. То есть он его же посланник отправил. И они сказали, то есть посланник нашего посланника для нас великий гость, и его пожелание для нас приказ. И он говорит, фаакрамуни, вазауаджуни, ваальтафуни. И тогда они приняли меня как за великого гостя, они меня сразу поженили и проявили ко мне свое великодушие. Вот из этой истории мы также понимаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда, это же получается, вот он как будто нанял кого-то, да, это его слуга. И он никогда не смотрел на слуг, как просто вот он сейчас есть, завтра его нет. Он вникал в их жизнь, он вникал в их проблемы. Он видел, что вот тот, с кем он живет вместе, работает, да, кто-то служит ему, у него проблема, он не может жениться. Он вникал в эту проблему. И вот он сказал, идешь туда, тебя там встретят, тебя там поженят, и ты будешь счастлив. Да? И тот рассказывает, я, говорит, пошел, меня приняли за посланника Аллаха, и они проявили ко мне свою щедрость и великодушие. Вот таким был наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это есть его сунна, это есть его нрав, саллаллаху алейхи вассалям. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.